Всем привет еще раз. Сегодня такой день воскресный, хочется сидеть дома и готовить вкусняшки. Буду готовить сегодня из этой тыквы 2 блюда сразу. Это будет очень вкусный салат и не менее вкусный крем-суп из тыквы. Тыкву вот так нарезаем. И чтобы цвет у супа был красивый, еще я морковь отварила. Все это мы сейчас польем оливковым маслом. Кстати, оливковое масло Туркстор. На днях к вам заеду, мне уже чуть-чуть осталось. Одно из самых вкусных оливковых масел. Вообще я там много что беру, конечно. Так, и посыпаем мы прованскими травами. А суп будет, кстати, диетический. С кокосовым молоком. И все, мы это отправляем в духовку. У нас тыква готова. Сейчас у кого-то, наверное, есть кухонный комбайн, у меня его нет. Я думаю, Данир смотрит мои сторис. Когда ты мне подаришь кухонный комбайн уже? Вот, все это мы сейчас погружаем в блендер и добавим кокосовое молоко. И будем взбивать, а потом на водяной бане уже доведем до кипения. Вот это молоко мне больше всего нравится. Я и семена чиа с ним делаю для пудинга. Все, мы взбили. Можно, конечно, еще кокосовые сливки добавить, но он будет очень жирный. Поэтому я добавлю... У меня всегда дома есть бульон. Добавлю бульон. Беру вот такие креветки. Беру все это, вы знаете где. С моей ложечкой своим любимым. Кстати, так давно я туда не ездила. Последний раз отправляла Данира. Вот эти креветки удобно, они уже очищенные. Чистить не люблю я. И вареные. Сейчас я их только поджарю на масло кхи и мясо к супу готово. У меня, знаете, все через... Не так, как у людей. Соль забыла посолить. Можно было, конечно, сразу солить, но ничего страшного, в конце посолим. Это, кстати, тоже моя любимая соль. Ну, как вот не отметить? Это Туркстор. Гималайская соль. Кстати, у меня их уже 4-я, наверное, уже. Безумно вкусная. Я всегда вам рассказываю, показываю только то, что использую сама. От души вам тоже рекомендую. Все, поставили на водяную баню. Доводим до кипения. Для супа и для салата пригодится. Я чуть-чуть поджарю семечки тыквенные. Водяная баня приготовится. Уже чуть-чуть жидкий стал. Делаем салат. Основа для салата руккола. Все, мы выкладываем тыкву. Семечки у нас поджарили. Суп тоже почти готов. Сейчас у нас будет вкусный обед. И вот этот сиртаки я добавляю абсолютно везде. Сейчас даже на завтрак его добавляю. Сейчас покажу вам какой-нибудь самый вкусный сиртаки. Правда, он так не режется, но зато он вкусный. Это у нас заправка для салата. Мы мед растопили, оливковое масло. Сейчас польем. У меня нет французской горчицы, можно было еще французскую горчицу добавить. Украшаем мы семечками. Можно еще не семечками, а солеными фисташками украшать. Но это в следующий раз. Сегодня у нас с семечками будет. И бальзамик. Все, приятного аппетита. Чуть-чуть поджарим креветки на масле кхи. Одно из самых моих любимых занятий, это, конечно же, красиво выкладывать. Кто-то может сказать, мне делать нечего. Но если мне это доставляет удовольствие, что я могу поделать? Пусть будет красиво, как в ресторане. Сейчас будем выкладывать. Это у нас приправа сумах, по-моему, называется. В ресторанах, в общем, так выкладывают. И я буду так делать. И добавляем наши креветочки. Я уверена, сейчас тыквы у всех много, поэтому готовьте и обязательно отмечайте меня. Приятного аппетита!